Сегодня я бы хотел продолжить размышлять. Знаете, у нас такие вводные проповеди перед Пасхой. И мы касались того, что вот у нас 5 мая мы будем праздновать Пасху. И Пасха – это что? Это воскресение Иисуса Христа. И вся наша вера, она основана на этом. Без самого факта воскресения, товарищи верующие, ваша вера бесполезна тогда. Да, можно расходиться по домам. Это основополагающий факт нашей веры. Но перед воскресением была что? Была смерть. Он бы не воскрес, если бы не умер сначала. И сегодня я бы хотел поразмышлять на эту тему. Интересный факт такой. В 2013 году один юрист из Кении, имя у него такое забавное, Дола Индидис, он подал иск в Международный суд ООН в Гааге. И суть иска в чем была? Цель. Он хотел отменить обвинительный приговор и смертную казнь Иисуса Христа. Вот его слова, я просто, цитата. «Я подал иск, потому что мой долг защитить достоинство Иисуса. И я обратился в Международный суд, чтобы добиться справедливости для человека из Назарета». Зная вообще, сейчас смотря на все это, я вполне допускаю, что это больше такой человек саморекламой занимался, такой самопиар, громкое дело. Суд он отказался просто даже иск принимать, потому что это вне его юрисдикции. Международный суд ООН, он занимается рассмотром дел, когда государство выясняет отношения с государствами. Там есть еще один какой-то суд, Международный уголовный суд в Гааге тоже. Но он к ООН не имеет никакого отношения. По-моему, вот они, кстати, выдали ордер на арест нашего президента. Но все, что нужно знать об этом суде, это то, что ни США, ни Китай, ни Россия, никто не признает его. Да? То есть они не подписали так называемый Римский статут. И этот суд, он не имеет никакой власти над ними. Но здесь он обращался именно в тот суд, который имеет непосредственное отношение к Организации Объединенных Наций. И может быть, этот человек, он пытался самопиариться на этом, просто заявил. Но, тем не менее, возникает вопрос. Вот представьте, если бы Международный суд, он принял бы такой иск к рассмотрению, возможно ли, что этот суд, он реабилитировал бы Христа? Он бы сказал, что да, он невиновен. Заслуживал ли Иисус вообще смерти? Другой вопрос, была ли его смерть необходима? А если нет, то почему? И вообще в связи с этим, должны ли мы, как верующие, как христиане, добиваться его реабилитации, справедливости ради Христа? Давайте мы рассмотрим вот эти вопросы по порядку. И самый первый вопрос – это, был ли Иисус виновен? И, знаете, весь Новый Завет, вообще все Евангелие дает однозначный ответ на этот вопрос. Конечно же, нет. И я вам сейчас просто несколько мест Писаний накидаю. И смотрите, человек может быть виновен или приступить закон, то есть должен быть закон. Должны быть какие-то правила, против чего, что ты можешь нарушить, да? И когда Иисус жил, вы знаете, местность, где он жил, находилась под оккупацией Римской империи. И римское право, это была первая Римская империя, первое государство, где закон, он ставился во главу угла, и до сих пор проходит римское право. Это прямо такое основополагающая вещь. То есть закон превыше всего. Закон суров, но это закон. В общем, это все оттуда. И, то есть можно было нарушить человеческие законы той страны, где ты живешь, то есть той империи, римские. И второе, что он мог нарушить Божьи законы, Божьи установления. Те правила, которые установил Бог для людей. И давайте посмотрим. 1 Петра, 2 глава, 22 стих. Петр пишет следующее. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Вот здесь слово «лесть» еще, знаете, все другие переводы, это слово, оно переводится как ложь или неправда.
То есть он не совершил греха, и в устах его не было никакой лжи. Это вот современный перевод. Дальше, 1 Иоанна, 3 глава, 5 стих. Апостол Иоанн говорит следующее. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Иуда Искариот, когда он предал Иисуса, и когда он осознал весь ужас того, что он содеял, смотрите, Матфея, 27 глава, 4 стих, что он сказал? «Согрешил я, предав кровь невинную». Он оговорил его, да? Увидев, когда Иисус, он уже умер на кресте, сотник римский, солдат, который стоял, смотрите, что он сказал. Луки, 23 глава, 47 стих. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно, человек этот был праведник». И смотрите, то есть мы сейчас рассмотрели, когда люди, они говорят, что пред Богом человек был чист. Он не согрешил, он не сделал никакого греха, то есть он не нарушил ни одной заповеди Божией, да? Что по поводу мирских законов, законов Римской империи, смотрите, что говорил Пилат, кто был наместником, да, вот этой провинции, и он принимал решения и был верховной властью, и мог приговорить человека на смерть или оправдать его. Иоанна, 19 глава, 4 стих. Написано следующее. «Пилат опять вышел и сказал им, народу: вот я вывожу его к вам, то есть Иисуса, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Пилат не мог найти никакой вины, он не нарушил ни одного римского закона. Перед государством он тоже был чист. Итак, книги Нового Завета единодушны в том, что Иисус был невиновен. Он был безгрешен. На нем не было никакой вины. И ты можешь задать вопрос: зачем ты нам все это рассказываешь? Почему это так важно? Вы знаете, в Римлянам 6 глава, 23 стих написано, что возмездие за грех – смерть. Поэтому если бы Иисус, Он согрешил, если бы Он нарушил Божьи законы, или Он нарушил какие-то законы государства, Он бы заслужил смерть. Потому что возмездие за грех – смерть. Сейчас важный. Я хочу, чтобы вы проследили вот эту мою мысль. Если бы Он был грешный, Он бы заслуживал смерть. Таким образом, Он не смог бы стать заместительной жертвой на кресте за тебя. Он бы принял смерть просто потому, что он был грешник. Потому что он заслужил это наказание. Но на самом деле Иисус не согрешил. Вы понимаете? Если бы Он согрешил, Он бы не смог стать нашей заместительной жертвой. Но так как Он был невиновен, безупречен, тогда Он мог стать жертвой за нас. Вы понимаете, да, это? На протяжении всего Ветхого Завета повторялось учение Божие о том, да, что за грех должна была быть принесена жертва. То есть Бог, Он установил такие правила, что если пойти в самое начало, вы знаете, что Бог, Он задумал этот мир совсем по-другому. Был Адам, была Ева, был сад райский, и все было хорошо. И человек мог жить, есть, пить, заниматься своими делами. Одна вещь была заповедана, да? От одного дерева не ешьте. Но человек, он ослушался. Адам, он ослушался Бога. И в этом все человечество, оно согрешило. В мир пришел грех. Грех – это вот когда непослушание Богу, да? Разрыв с Богом произошел. Но Бог потом придумал план, как вообще все исправить также. Сначала было заповедано, что за каждый грех люди, они должны были приносить жертву.
Но так продолжаться постоянно, знаете, вот, каждый раз нужно что-то делать. Но у Бога был лучший, совершенный план. Как написано, что как через одного человека грех вошел в этот мир, и через одного человека все человечество, весь мир, он был искуплен. Одна жертва, и ее уже достаточно. И когда приносили жертву, что это было? Это какой-то ягненок, бык или козел там был. Важная черта какая должна была быть вот этой жертвы за грех? Без единого изъяна, без единого порока, без сломанной кости. Совершенное животное, лучшее. На самом деле, если священник, он вспарывал, уже жертву, внутренности смотрел, и если печень, например, она была поражена, там паразиты в ней, эта жертва, она считалась неугодной, ее выбрасывали. Ее нельзя было принести как жертву за грех. Она отвергалась. Что я хочу подчеркнуть? Любое несовершенное, больное, запятнанное приношение за грех было бесполезным. Это просто, это бесполезно. За грех могло бы быть что-то только совершенное, без изъяна принесено. Вы понимаете? Вот именно поэтому в первом послании Петра, 1 глава, 18-19 стих, говорится следующее. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Суть в том, что вот одна такая жертва за все человечество, никакая другая, она бы не была принята. Только совершенная, безгрешная жертва покроет наши грехи. Апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведные перед Богом». Если бы Иисус не был безгрешен, то мы бы не сделались праведные перед Богом. Внимание! Не с нашей праведностью, не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы это заслужили, мы что-то сделали, но из-за Его совершенной жертвы, потому что Он был безгрешен. Теперь я, когда принимаю Иисуса Христа, перед Богом я праведник. Круто. Насколько глобальный план вообще Божий? Вы знаете, Он сам установил правила, человек их нарушил, но Бог так сделал, чтобы все исправить. Зачем я все это вам рассказываю? Зачем подчеркивать, что Иисус был безгрешен? Вы знаете, парадоксальная ситуация заключается в том, что не каждый человек, который считает себя христианином, он верит в то, что Иисус, Он был безгрешен. Как бы это смешно ни звучало. Я смотрел один опрос, не у нас в государстве, правда, но люди, они везде одинаковые. Одно из западных государств, они проводили опрос, и приблизительно 52% опрошенных христиан либо верили, что Иисус, Он все-таки где-то, грешил, согрешил где-то. Либо они не были уверены в том, что Он этого не делал. Другими словами, более половины тех, кто называл себя христианами, они с трудом верили, что Иисус, Он не был грешником. Может быть, ты даже об этом не задумывался. Но смотри, если ты рассчитываешь на то, что Иисус, Он твой Спаситель, что кровь Иисуса, она спасает тебя, если ты в это веришь, если ты рассчитываешь на это, тогда ты не имеешь права так считать, что Он был грешник. Ты должен, ты обязан верить, что Иисус, Он был абсолютно безгрешен. Потому что если Он согрешил, то Он не смог бы умереть за тебя. То есть Его смерть, Его жертва, она была бы напрасной. Бог Отец, Он бы просто ее не принял. Вы понимаете? Итак, Иисус был невиновен и не заслуживал смерти. Аминь? Мы можем согласиться с этим.
Но Он это сделал намеренно, все равно. Иисус умер за 700 лет до рождения Христа. Пророк Исаия предсказал, что Мессия будет страдать и умрет за твои грехи и за мои. Давайте мы посмотрим. Исаия, 53 глава, 5 стих сначала. «Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Также 53 глава, 8 стих, там в конце. «Ибо Он отторгнут от земли живых». И посмотрим еще 53 глава, 12 стих. После запятой здесь первое предложение пропустить. «Предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем». Знаете, Иисус, Он умер, принял смерть в дурной компании, среди грешников, ради того, чтобы нам, тем, кто является также дурной компанией, были прощены наши грехи. Возникает вопрос, зачем, почему Бог, Он сделал так, что праведник, Его Сын, человек без греха, почему Он должен был умереть среди грешников, в дурной компании? Почему сказано, что Он должен был быть причислен к преступникам? Вот то, что мы читали сейчас. Смотрите, вот Исайя 53, 12. Мы смотрели, да? «Предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был». Вы знаете, Его смерть, Его казнь, так казнили только самых отбросы общества, самых худших преступников. И Он к таким злодеям был причислен. И ответ на этот вопрос можно найти в том же самом 12 стихе во второй половине. Еще раз, к злодеям причтен был, смотрите, тогда как Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Он взял на себя грех многих и за всех преступников сделался ходатаем или адвокатом. Вообще, кто такой преступник? Что он приступает? Он приступает какие-то, нарушает правила, законы. То есть преступник здесь подразумевается, это тот, кто нарушил закон Божий. Согласно Римлянам 3:23, где говорится, что все согрешили и лишены славы Божией. Это говорится про нас, мы преступники. Мы нарушили, все мы преступники. Тот же самый Исаия, 53 глава, вот 6 стих, он говорит, что «все мы блуждали, как овцы, совратились, каждый на свою дорогу». Каждый занимается своими делами, каждый устраивает жизнь так, как он считает лучше, как нужно. И все забыли, что Бог, Он говорил вообще, как Он установил какие правила для человечества, как Он считает, что для Его творения лучше жить. Я как-то разговаривал с одним пастором. У нас, кстати, тоже уже, может быть, такая проблема есть. Вы знаете, они очень давно построили здание. Вернее, они не построили, они купили клуб, кинотеатр, там в 90-е годы, большой. И когда у тебя большое здание, и оно очень давно, периодически, знаете, заходишь куда-нибудь, и вот тенеты такие вот прямо висят, потолки высокие, и вот как паутина такая, где-то окна грязные, там пыль, у них тоже ковровое покрытие было, оно, соответственно, уже с годами, там пятна, там грязь. И он говорит, так удивительно, что когда прихожане, они ходят, и вот это все, оно постепенно накапливается, все считают, что это нормально. В том смысле, что человек, он не видит. Он постоянно приходит, и вот оно одно и то же. Но когда приходят гости, это сразу бросается в глаза. Они видят, что ковер, он в пятнах, что там грязно, что здесь что-то валяется. Но когда человек, он находится внутри,
Он не замечает просто, не потому что они такие грязнули или неаккуратные, но потому что они постоянно в этом, это постепенно у них. Вы знаете, то же самое происходит с грехом в человеческой жизни. Люди привыкают к своим грехам. Они больше не замечают паутину, грязь, пыль на своих душах. Но она есть в душе каждого человека. И нам нужна кровь Иисуса для того, чтобы все это смыть. Чтобы быть чистым в глазах Бога. Итак, Иисус был причислен к преступникам. Он не являлся таковым, но Он был причислен к ним, к грешным людям, потому что именно за них Он и пришел умереть, чтобы очистить нашу жизнь и исцелить нас. Давайте посмотрим, что сам Иисус, Он говорил про это. Евангелие от Марка, 2 глава, 17 стих. Услышав это, Иисус говорит им, внимание, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Иисус, Он сам говорил, что, вы знаете, «Я пришел ради грешников, потому что они нуждаются в спасении, они нуждаются во мне». Более того, для того, чтобы подчеркнуть всю эту реальность, Он еще и умер между двумя преступниками. Давайте посмотрим на этот момент. Евангелие от Луки, 23 глава, 32-33 стих. «Вели с ним на смерть и двух злодеев», с Иисусом то есть. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другую по левую сторону». Итак, Иисус, Он был распят между двумя злодеями, посередине. Умер в плохой компании. Дальше, та же глава, 23, 39 стих. «Один из повешенных злодеев злословил Его, то есть Иисуса, и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“». То есть Христос – это значит Спаситель, да? Что ты здесь висишь? Ну давай. И себя спаси, и нас заодно спаси. Другой же преступник, да, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Вы уловили это, да? Вот этот грешный человек, он понимал, что происходит. Он знал, что его жизнь, она была сплошным хаосом. И он говорит: «Я получаю по заслугам то, что я совершил. Что ты ропщешь здесь?» Но он знал, да, что происходит, куда он идет. В ад. Что будет? Но смотрите, важно то, что он понимал, что Иисус, Он может что-то сделать с этим. Та же 23 глава, Евангелие от Луки, 42-43 стих. «И сказал Иисусу», вот этот бандит, который висел рядом с ним: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Внимание. «И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». В присутствии Иисуса есть что-то такое, что меняет людей. Я не могу это передать словами, но я думаю, что многие из вас, вы видели, как это происходит. Многие люди, какая бы маска на них ни была надета, где-то в глубине души Бог, Он их обличает, и они понимают, что что-то не так с моей жизнью. Вот то, ради чего я живу, вот это вот все, что ли? Кого-то обличает по-другому. Бог, Он говорит, Он что-то делает. И часто для того, чтобы человек, он принял Бога, чтобы он примирился с Ним, все, что нужно, это чтобы кто-то просто подошел и просто рассказал. Просто взял и привел его в церковь. Знаете, как такой, немногое надо. Но это не ты делаешь. Смотри, не ты спасаешь. Не из-за тебя человек кается.
Да, это важно, чтобы кто-то это сделал. Но что я хочу подчеркнуть? Вот смотрите, я всегда подчеркиваю, мы не приводим людей в церковь. Мы приводим людей к Иисусу. Мы приводим людей к Богу. Потому что ты можешь привести человека в церковь, и в церкви может быть замечательная атмосфера, и люди все приветливые, и все тебе нравится. Но если Бог, Он не коснется человека, ничего не произойдет. Все напрасно. Да, нужен кто-то, кто будет евангелизировать, кто расскажет, кто, может быть, что-то покажет, куда идти, что делать. Но дальше уже это работа Святого Духа. Мы должны что-то делать, нашу часть, а потом позволить Богу делать остальное. И я глубоко убежден, что никакое красноречие, никакие человеческие усилия, они ничего не могут изменить в жизни человека. Вы знаете, людям нужно сверхъестественное прикосновение Бога в их жизни. Когда они его переживают, это меняет их жизнь. Не красивые проповеди, не человеческая мудрость, вы понимаете, о чем я. Без Бога это бесполезно. Иногда человек, он кается, вообще непонятно почему. Стоял, слезы потекли и не слышал еще ничего. Вы понимаете, да, о чем я? Такое небольшое отступление было. Но вернемся. Итак, вспомним, о чем мы говорили. Иисус, Он не заслуживал смерти. Но я хочу подчеркнуть, что Его смерть, она была необходима. Для чего? Для того, чтобы мы были спасены. Если бы Он не умер, если бы эта жертва, она не была бы принесена за все человечество, мы бы до сих пор шли в ад. Все человечество бы катилось в ад. Возникает вопрос. Последний. Должны ли мы добиваться справедливости ради Христа? Ну, не виновен же Он был. Вот именно, по крайней мере, так вот этот адвокат из Кении, он обосновывал свои мотивы и свой иск, который он подал. Звучат, знаете, так, очень правильные мотивы. Да? Я же добиваюсь справедливости ради Христа. Я думаю, что на самом деле здесь происходит как подмена такая понятий. Не совсем правильно звучит этот вопрос. Почему? Я сейчас объясню. Вы знаете, на самом деле, в тот день, когда Иисус, Он был судим Пилатом, на самом деле суд совершался не над Ним. И Пилат, он это понимал, и это как бы его... Вернее, он недопонимал, он не понимал, что происходит. Он находил его невиновным. Давайте посмотрим. Иоанна, 19 глава, 10-11 стих. На одной из проповедей мы уже касались этого места Писания. Пилат говорит ему, то есть Иисусу: «Мне ли не отвечаешь?» То есть вы знаете, Иисус, он молчал. «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Другими словами, Он говорит, что это все Божий план. Так было задумано. Другими словами, Он говорит, что я был рожден для того, чтобы вот этот день, вот этот момент, он настал, чтобы умереть. Другими словами, Иисус, Он также полностью контролировал вообще весь процесс. Будет Он осужден или нет. Помните, мы на одной из предыдущих проповедей касались этого. Если бы Он говорил слова в свою защиту, я думаю, что вероятность 100%, что Его признали бы невиновным. Но Он ничего не говорил. Видите ли, на самом деле Бог усмотрел все
Так что вот крест был не для того, чтобы судить Иисуса, но на кресте были осуждены наши грехи, и они были преданы смерти. Бог пригвоздил твои и мои грехи к этому древу вместе с Иисусом. Вот почему, когда ты становишься христианином, ты уже мертв для греха, потому что все твои грехи, они умерли на кресте. И это то, о чем пишет апостол Павел в Римлянам, 6 глава. Давайте посмотрим. 6 глава, 2-6 стих. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Вот почему Исаия за 700 лет до рождения Христа, он писал следующее. Еще раз вернемся, 53 глава Исаии, 4-5 стих. «Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Насколько круто, насколько чудесен вообще Божий план. Бог не только сделал нас праведными перед собой, но Он не смотрит на нас, мы для Него не грешники. Мы праведники пред Ним. Еще раз, не потому, что мы такие крутые, потому что мы приложили кучу усилий, самодисциплина, куча курсов по саморазвитию, и мы достигли. Вообще не так. Из-за Христа все, что тебе нужно, это просто принять Его. Вообще может казаться странным, что вот этот адвокат, он пытается защищать, вот этот кенийский адвокат, он пытался подать иск, и он пытается защитить Иисуса. Почему это странно? Если оставить тот факт, что суд даже не принял его иск, что это за адвокат, который даже не может правильно подать иск, чтобы суд он начал его рассматривать. Если ты знаешь, что это не в его юрисдикции, зачем это делать? Да, это первый момент. Но второй момент. Библия, она говорит, что пред Богом, если не мирские законы, я думаю, что Бог, Он не нуждается в оправдании перед каким-либо правительством, перед каким-либо мирским законом, но пред Богом, Отцом, у нас есть гораздо лучший адвокат. Давайте мы посмотрим еще раз. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. Написано: «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». В новом переводе, новый русский перевод, прочитаю вам. Одно слово здесь просто по-другому звучит. «Дети мои, пишу вам это, чтобы вы не грешили. А если бы и согрешил кто из вас, то ведь есть у нас заступник, Иисус Христос, праведник, который рядом с Отцом». У нас есть уже заступник, у нас есть адвокат пред Богом. Когда ты принимаешь Иисуса, Он сидит рядом с Отцом, и Он ходатайствует. Он говорит в твою пользу. Кто-нибудь вообще размышлял на эту тему? Я сейчас вам прочитаю одно свидетельство. Один человек, он описывает, я прочитал это, он говорит, что ему приснился сон.
И он дальше описывает свой сон. И я не очень сентиментальный человек, и очень как бы так отношусь ко всему, особенно ко всяким снам, мурашкам. И я такой очень практичный в этом плане. Как-то так. Но я думаю, что независимо от того, действительно этот человек видел сон, не видел он его, может быть, он что-то приукрасил, привнес, но это прямо очень классная картина, которая описывает определенные события, и что полезно понимать и видеть каждому верующему человеку. Итак, давайте я вам сейчас прочитаю. Да? Я буду смотреть, потому что некоторые фразы, я не хочу их пересказывать. Я хочу их прочитать прямо, как он это описывал. Итак, мужчина, он говорит, что мне снится сон, что я нахожусь в каком-то большом-большом холле. Один сижу, огроменные потолки, большой коридор. Я понимаю, что это здание суда. И дальше открываются двери, и меня просят пройти и сесть на скамью подсудимых. Я захожу, сажусь. Оглянувшись, я увидел обвинителя. Это был человек зловещего вида, который, казалось, ухмылялся, глядя на меня. Он определенно был самым злым человеком, которого я когда-либо видел. Я сел, посмотрел налево, где сидел мой адвокат. Добрый и вежливый на вид человек, и он показался мне знакомым. Дверь в углу распахнулась, и появился судья в пышной мантии. Я не мог отвести от него глаз. Когда он подошел к своему месту и сказал: «Давайте начнем», прокурор поднялся и сказал: «Меня зовут Сатана, и я здесь для того, чтобы показать вам, почему этому человеку место в аду». И он продолжал рассказывать о лжи, которую я когда-то говорил, о вещах, которые я когда-то украл, и о том, как я плохо обращался с другими в прошлом. Он рассказал о других ужасных извращениях, которые когда-то были в моей жизни. Он рассказал о грехах, о которых даже я совершенно забыл. И чем больше он говорил, тем глубже я погружался в свое кресло. Но как бы я ни был расстроен из-за того, что Сатана все это рассказывал обо мне, я был в равной степени расстроен из-за своего адвоката, который молча сидел там и не предпринимал никаких попыток что-то сказать в мою защиту. Я имею в виду, я знаю, что был виновен во всем этом, но я сделал в своей жизни что-то хорошее. Так же? Разве это, пусть даже малое, хорошее, не могло хотя бы частично компенсировать тот вред, который я причинил? Наконец Сатана закончил, повернулся и указал на меня пальцем. Этому человеку место в аду. Он виновен во всем, что я ему предъявил, и нет человека, который мог бы доказать обратное. Затем наступила очередь защиты, и мой адвокат первым делом попросил, может ли он подойти к судье. Несмотря на решительные возражения Сатаны, судья разрешил это. И когда мой адвокат поднялся и направился вперед, я, наконец, смог увидеть его во всем его великолепии и величии. Я понял, почему он показался мне таким знакомым. Это был Иисус, представлявший меня. Он остановился у судьи и тихо сказал: «Здравствуй, отец». Затем он повернулся, чтобы обратиться к суду. Сказал следующее: «Сатана прав, говоря, что этот человек согрешил, и я не буду отрицать ни одного из этих утверждений. И да, возмездие за грех – смерть, и этот человек заслуживает наказания. Но я умер на кресте, чтобы этот человек мог обрести вечную жизнь. И он принял меня как своего Спасителя, поверив в меня, раскаявшись в своем грехе и позволив похоронить себя в водах крещения. Итак, он мой, он принадлежит мне. Его имя записано в книге жизни, и никто не сможет отнять его у меня. Этот человек заслуживает не правосудия, а милосердия». Наступила пауза. Затем судья ударил своим молоточком по столу и сказал: «Этот человек виновен, но наказание за его грехи было выплачено сполна. Этот человек свободен, дело закрыто». Я повернулся к Иисусу и спросил его:
Вы когда-нибудь проигрывали дело? Он улыбнулся и ответил: нет. Все, кто приходил ко мне и просил меня представлять их интересы, получали точно такой же вердикт: свободен, оплачено сполна. Только представьте это. Все, что нам нужно сделать, это принять его, поверить в него и принять его. Не нужно ничего заслуживать.